Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы снова находимся в Абхазском государственном музее. Сегодня, в частности, мы пришли в отдел природы. Несмотря на то, что мы приморская страна, очень мало знаем об обитателях нашего моря. И сегодня младший научный сотрудник отдела природы Астан Дасмыр расскажет нам об обитателях моря. Астан, что интересного обитает в наших морях? Здравствуйте. Начать свой рассказ мы бы хотели с ознакомления с палеонтологической коллекцией музея, в частности, с коллекцией моллюсков. Это древние обитатели морей, раковины которых практически повсеместно встречаются на территории Абхазии, от береговой полосы до районов предгорий. Чтобы ответить на вопрос, как останки этих организмов оказались так высоко над современным уровнем моря, нам нужно с вами вернуться на миллионы лет назад, когда на большей части современной Абхазии находился водный бассейн. Начать свой рассказ я бы хотела с древних головоногих, особенными представителями которых являются аммониты и белемниты. Аммониты. Их название связывают с древнеегипетским богом Амон. Он был царем богов в эпоху Нового Царства. И в VIII веке до нашей эры он изображался в виде барана с мощными, завитыми в спираль рогами. За внешнюю схожесть раковины с диском солнца и витыми рогами верховного божества они получили свое название аммонитов. Древние головоногие, заселившие Землю задолго до динозавров, вымерли одновременно с ними. В отличие от современных головоногих, у них был наружный скелет в виде закрученной в спираль раковины. Раковина была разделена на камеры. Тело моллюска занимало обычно последнюю раковину, из которой выглядывала голова, снабженная глазами и щупальцами. Эта камера называлась воздушной. Она обычно могла занимать целый оборот, половину или только четверть оборота раковины. То есть получается, что тело моллюска занимало лишь незначительную часть от общего объема, а остальная часть раковины была заполнена газом. Аммониты являются обитателями почти всех морей, из всех областей земного шара. Их окаменелые раковины можно найти даже в Антарктиде. То есть не только у нас, не только у нас, они являются обитателями почти всех теплых морей. А в мезозойскую эпоху это было основным показателем. Средний размер раковин может достигать диаметр от 5 до 10 сантиметров, но есть и более крупные образцы. Самый крупный был найден в Баварии. Его диаметр составляет 2,5 метра. На территории Абхазии мы находим образцы разных размеров. Те, которые вы сейчас можете наблюдать. Есть, конечно, более крупные образцы. Например, в селе Анхуа была найдена раковина аммонита глубоко в породе. К сожалению, добыть ее не удалось, но у нас есть фотография, на которой можно сравнить размер моллюска с размером руки мужчины, с мужской ладонью. На протяжении миллионов лет аммониты участвовали в формировании древних экосистемных связей. Они являлись важной частью цепи питания, выступали как хищники, так и добычей. Их стратегия выживания с миллионом детенышей и коротким жизненным периодом являлась весьма эффективной. Она позволяла им быстро приспосабливаться к условиям среды, эволюционировать и создавать новые виды. Раковины аммонитов, их минеральный состав может значительно быть весьма разнообразным. Это объясняется тем, что за миллионы лет после смерти организма его кальцитовая оболочка заменяется веществами, которые находятся в окружающей среде. Полость, которую мягкое тело занимало, оно заполняется различными минералами. Бывают раковины, в которых находят даже вкрапления драгоценных металлов, золота. Раковины используют для изготовления декоративных украшений, при создании ювелирных изделий, при создании предметов для украшения интерьера. Родственные к аммонитам
являются белемниты. Их название происходит от греческого копье, дротик и объясняется схожестью окаменелых останков с наконечником копья. Здесь они лучше видны, да, вот эти оконечности. Белемниты были родственники современных головоногих, таких как осьминоги, каракатицы, кальмары. Отпечатки мягкого тела белемнита доказали его кальмароподобное строение. У него было 10 щупалец и плавники на заднем конце тела. Причем такие у щупалец были крючки, что облегчало его охоту. А плавали они, как и современные кальмары, хвостом вперед. Белемниты были активными хищниками, и охотились они в основном крупными стаями, состоящими из особей одного вида и размера. Средний размер всего моллюска мог составлять от 15 до 20 сантиметров. Но есть и крупные образцы, которые по длине ростра определяется длина уже в самого моллюска, могли доходить до 3 метров в длину. Самый крупный образец ростра найден в Индонезии, ее длина составляет 46 сантиметров. Это означает, что тело моллюска, общее тело моллюска доходило до 4-5 метров в длину. В настоящее время ростры белемнитов активно используются для создания ювелирных изделий. В зависимости от региона цвет и текстура ростры может существенно отличаться. Наиболее ценные и красивые образцы находят в Австралии. Они великолепного опалового цвета. Большой ценностью пользуются и ростра насыщенного янтарного оттенка. Морской режим на территории Абхазии и вообще в мире, на нашей планете, менялся не единожды. Там, где когда-то существовал океан, возникали горы, материки, да и сами моря тоже могли менять свои размеры, обитатели, состав воды. До сих пор многие наши современники плохо себе представляют, насколько сложный организм наша планета. Убедиться в этом поможет история Сарматского моря. Чтобы ответить на вопрос, где находился этот водный бассейн, геологам помогли разнообразные пробы грунта, которые содержали окаменелые остатки древних морских обитателей. Удалось доказать, что Сарматское море простиралось от современного города Вены до горной системы Тянь-Шань. Оно изначально было соленым, и самыми крупными его островами были Крым и Кавказ. Средиземное море располагалось южнее Сарматского, и изначально между ними была связь, водообмен, но поднявшиеся Карпатские горы изменили эту ситуацию. С
Считается, что Сарматское море обособилось примерно 10-14 миллионов лет тому назад. Таким образом, море стало изолированным, без связи с мировым океаном, и обитатели, которые оказались в нем, стали своеобразными заложниками. Им приходилось приспосабливаться к изменяющимся условиям среды обитания. Приблизительно 8 миллионов лет тому назад, благодаря геологическим изменениям, на месте огромного водоема образовалось Понтическое море-озеро, объединившее современное Черное и Каспийское море. С периодичностью в миллион лет земная кора то поднималась, то прогибалась. Это меняло границы и состав воды водоема. В дальнейшем Черное и Каспийское море были окончательно разделены поднявшимся массивом Кавказских гор. Историки утверждают, что это был не последний этап в истории Сарматского моря, и оно существовало еще несколько тысячелетий назад. Из обитателей в Сарматском море встречались большое количество беспозвоночных, в том числе пластинчато-жаберные, другое их название двустворчатые, и также брюхоногие моллюски из рода Мактра, Тапис, Кардиум. Самая крупная раковина моллюска, которая здесь представлена, это представитель рода Мактра. Размер ее составляет до 68 мм. Она толстостенная, с округлым передним и угловатым задним краем. Грубые следы нарастания нередко приводили к образованию, мы можем наблюдать, резкого гребня. Колонии этих моллюсков освоили обширные морские отмели, на которых в течение многих тысячелетий накапливались пласты ракушечных известняков мощностью от 12 до 15 метров. Эти ракушки в дальнейшем и послужили основой для формирования многих известняковых пород. Мы можем с вами наблюдать вот ракушки разных моллюсков непосредственно в породе. И совершенно недавно нам прислали фотографию с города Гагры. Она была сделана в ходе строительных работ. На глубине более 17 метров наткнулись на пласт ракушечных известняков, и на фотографии они хорошо видны в грунте. Подобные находки являются доказательством теории о морском режиме на большей части территории Абхазии и на Кавказе в целом. Из других природных организмов с моллюсками уживались лишь шанки и водоросли. И причины их столь активной, массовой и длительной жизнедеятельности моллюсков – это одна из загадок Сарматского моря. Ну, а в Сарматском море, помимо моллюсков, встречались ли какие-то другие обитатели? Согласно систематике ихтиофауны, в Сарматском море помимо моллюсков встречались еще окуневидные, сельдеобразные, скумбриевидные, кефалиобразные и осетровые рыбы. Из млекопитающих встречался кит цитотерий и сарматский дельфин. Вообще сарматская фауна послужила своеобразным генофондом для формирующихся в дальнейшем биоценозов Черного, Азовского, Аральского и Каспийского моря. В их фаунистическом составе сохранились как исходные от общего бассейна черты, так и индивидуальные особенности, присущие только этим водным бассейнам. К сожалению, менее пластичные приспособленные виды сарматской фауны вымерли, так и не сумев приспособиться к изменяющимся условиям среды обитания. Если говорить о современных моллюсках, которые встречаются в Черном море, обычно у нас у всех на слуху это мидии, устрицы, гребешки, рапаны. А где обитает черноморская устрица вот в современное время? Вообще черноморская устрица была реликтом, обитавшим в Черном море. Но и долгие годы, кстати, она еще в конце 19-го, начале 20 века, она была объектом промысла и даже экспорта. Ее активно закупали из Франции, но, как обычно бывает, беспредельный промысел, неконтролируемый, привел к значительному сокращению популяции. А в дальнейшем объявившийся здесь моллюск рапан практически истребил эту популяцию. Их сейчас редко можно встретить.
Скажите, мы вот в курсе, что существует много версий, как попал японский рапан в Абхазию. Что вы скажете? Ну, самая известная теория о том, что он прибыл к нам из регионов Азии, прикрепившись к днищу судов. Этот моллюск активный хищник, и оказавшись здесь, он начал активно охотиться на своих двустворчатых собратьев, причем таки почти полностью уничтожил популяцию этих моллюсков. Сперва пострадали устрицы, а в дальнейшем уже пострадали и мидии. Причина его такой активной жизнедеятельности связана с тем, что у него нет здесь естественных врагов. На территории Азии это морские звезды, а у нас в Черном море нет морских звезд, и у него нет врагов, и он активно ведет свою охотническую и даже, можно сказать, паразитическую деятельность. Естественно, его деятельность приводит к нарушению экосистемы и наносит вред акватории Черного моря. Астрана, значит, можно сказать, что устрицы у нас исчезли из-за деятельности рапана? Ну и деятельность человека в том числе. Но именно охотническая активная деятельность рапана окончательно погубила эту популяцию. В завершение мне бы хотелось сказать, что моллюски – это достаточно разнообразная и очень многочисленная группа организмов, представители которых обитают в самых разнообразных условиях среды и ведут самый различный образ жизни. Долгие тысячелетия моллюски служили пищей для человека. Они являются источником ценных материалов – жемчуг, перламутр. В некоторых культурах моллюски были обменной валютой. Есть же виды, которые ядовиты и могут представлять опасность для человека. Велика роль моллюсков как биофильтраторов воды. Они очищают водоемы от органического загрязнения. Но есть те, которые впитывают в своем теле тяжелые металлы. То есть это тоже с какой-то стороны опасность для человека. То есть мидии тоже, да, вот накапливать могут металлы? Могут. Они обычно используются человеком, но есть те виды, которые обитают в морях и водоемах, но они придонные и как бы в основном в питании человеком вряд ли используются. Благодаря исследованиям окаменелых моллюсков мы узнаем о прошлом своей страны, о тех поколениях организмов, которые сменяли друг друга на ее территории. Изучение окаменелых остатков приоткрывает завесу прошлого, а без прошлого не может быть настоящего и будущего. Какая интересная и разнообразная информация. Я думаю, нашим зрителям было интересно. Вот в таком великолепии и в таком разнообразии живем мы рядом со своим Черным морем. Ну а мы прощаемся с нашими телезрителями. Всего доброго.